Якутия – край, который поражает своими масштабами. 3 с лишним миллиона квадратных километров свободно могли бы уместить в себе десяток европейских стран. Население автономной республики лишь недавно превысило 1 миллион человек, так что на каждого жителя сейчас приходится 3 квадратных километра площади, да плюс 1 водоем – река, речка или озеро. Якутия словно испытывает человека на прочность своими поистине экстремальными условиями. Зимой здесь ртутный столбик опускается до минус 70, летом поднимается к плюс 40. Ясно, что живут здесь люди стойкие и мужественные. Об их делах и заботах этот фильм, говорит генеральный директор агропромышленного комбината «Север» Филиппов. Сидор Афанасьевич, вот сейчас как раз в стране идет, в общем-то, сокращение управленческого аппарата, всяких надстроек, а у нас вот создан новый, вполне довольно солидный комбинат. Вот чем это вот вызвано, необходимость такая? Да, у нас в республике пытались долгое время, десятилетиями, и решат разными методами проблемы севера, тех народов, которые проживают там. Но социальный вопрос не решается. Поэтому решение Совета министров нашей республики, Госагропрома Российской Федерации, в конце 1988 года создан агропромышленный комбинат «Север» по типу агропромышленный комбинат «Кубань». В комбинате работает сегодня 44 совхоза и около 70 промышленных предприятий. Они расположены на территории около 2 миллионов квадратных километров и занимают весь север нашей республики. Ну, можно сказать, что это почти 10-я часть нашей страны, да? Так и есть. И на этой территории наше хозяйство занимается в основном традиционными отраслями севера. Наше хозяйство, особенно директора совхозов, чувствует сегодня большую самостоятельность, чем было. И это, значит, им дает более творческий подход к решению социальных вопросов. Многие директора совхоза сегодня самостоятельно решают большие социальные вопросы. Можно назвать совхоз Оленёкский, совхоз Усьянский и другие хозяйства. Одно из крепких и стабильных хозяйств комбината – оленеводческий совхоз «Искра» в Момском районе. Из года в год растет численность стада, постоянно выполняется план. Природа таких достижений проста. В совхозе серьезно занимаются созданием условий труда и быта непосредственно на стойбищах. Хозяева охотно делятся своим опытом. Сегодня у них в гостях народный депутат СССР Климент Егорович Иванов, представители других хозяйств. Здесь и председатель Верховного Совета Якутской ССР Михаил Ефимович Николаев, директор совхоза Николай Ильич Слепцов. Есть что показать участникам республиканского совещания. На каждом стойбище поставлены дома из бруса. В них тепло и уютно. Обеспечиваются оленеводы снегоходами «Буран», незаменимым сегодня транспортом в тайге и тундре. Конечно же, люди, живущие и работающие в столь суровых условиях, должны быть обеспечены добротным жильем, объектами социально-бытового назначения. Первые шаги в этом направлении сделаны. Примером может служить поселок Белая гора, центр Абыйского района. Для его жителей возведены двухэтажные деревянные дома 12 и 16 квартир. В них отопление, вода, установлены электропечь. Есть на что посмотреть и в селе Харелах, центральной усадьбе совхоза Оленёкский. Строительство занимает ведущее место и в планах руководства совхоза имени 50-летия СССР Среднеколымского района. Его ведут специализированные бригады хозяйства,
и передвижные механизированные колонны агрокомбината «Север». Ускорению работ способствует внедрение панельного строительства. Давай на раз, раз! На территории комбината живут и трудятся в основном представители народов Севера – эвены, эвенки, юкагиры, чукчи, долганы. Сейчас предпринимаются усилия, чтобы каждый из них сохранил самобытную культуру, прежде всего язык. Выпускаются учебники на языках этих народов, создаются школы и классы, где обучение ведется на родном языке. Поселок, который вы видите, называется Тополиный. Редко где в Якутии растет это дерево, а здесь вот прижилось. Поселку чуть больше 10 лет. Переехали сюда труженики совхоза Тампонский, потому что старая центральная усадьба находилась на бездорожье, да и корма для оленей стали иссякать. На новом месте и жить стали по-новому. Растут тополином благоустроенные дома. Производственные достижения совхоза отмечены орденом Дружбы народов. В кабинете директора многое говорит об успехах хозяйства. Только вот хозяина трудно застать. Чаще всего он в пути. Транспорт для этого выбирает в зависимости от обстоятельств. Весеннюю распутицу лучше всего, конечно, вездеход. Ну вот и добрались до цели. Бессменный директор совхоза Тампонский Василий Михайлович Кладкин считает, что его кабинет – леса, горы, ущелья, в которых расположились оленеводческие бригады. Особое внимание директора – молодежным коллективам. А то как же, народ тут неопытный, да и, прямо скажем, неустойчивый. Может и спасовать перед трудностями, пасть духом, а то и попросту уйти. Так что без неторопливого душевного разговора никак. Проникнуться заботами людей, разделить их радость, обязательно помочь и словом, и делом. Совхоз Тампонский первым среди оленеводческих хозяйств севера Якутии перешел на путь интенсивного развития, а затем и на такую форму хозяйствования, как акционерное общество. Оленеводы стали полноправными хозяевами, заинтересованными в конечном результате своего труда. Стадо отдается в их полное распоряжение. Будет добрый уход, будут добрые доходы, а боялся работы, значит, бил себя по карману. Сейчас практически все бригады хозяйства работают в условиях арендного подряда. Казалось бы, это сняло с руководства совхоза значительную часть забот. Но нет, успокаиваться еще рано. Многие еще не поняли и не приняли новшеств, хотя внешне и в ладах с перестройкой. Потому Василий Михайлович неделями в дороге объясняет, доказывает, стремится дойти до каждого, чтобы потом люди в делах своих руководствовались убеждением, а не давлением сверху. Неутомимый и неугомонный человек Кладкин, казалось бы, мог немного успокоиться. Хозяйство процветает, сам награжден орденами и медалями. Да вот поди ж ты, хочет, чтобы было в совхозе еще лучше. И правильно хочет. Люди, занятые в оленеводстве,
не знают ни выходных, ни праздников. Животные требуют постоянного внимания и ухода, но раз в год и бригада, и стадо преображаются. Это традиционное и красочное торжество посвящается Дню оленевода. Жагдагдулиго найдем, ехарья, так ты как сердем, ехарья, огланилва и утандем, ехарья, бирая вахит идем, ехарья. А теперь перенесемся из зимы в лето. В это короткое и благодатное время стада кочуют по тундре. Но в любом дальнем уголке их найдет агитбригада. Далеко по необъятной тундре разносятся мелодии. От стойбища к стойбищу по рации идут вести. Ждите добрых гостей. Северный олень в последние годы используется и как источник лекарственного препарата рантарина. Специальный сбор рогов оленя, понтов, становится прибыльной отраслью. Часть продается за рубеж, в Соединенные Штаты, Японию. Как говорится, овчина стоит выделки. Ведь на сегодняшний день цена 1 килограмма понтов на внешнем рынке $600. Меха, добытые в тайге и тундре, пользуются традиционным успехом и на внутреннем рынке, и на международных аукционах. Но удача не приходит к охотнику сама. Нужно знать природу, бережно относиться к ней. Тогда и будет милостив Баянай, бог охоты. Василий Николаевич Роббек, лауреат Государственной премии СССР, уже 33 года промышляет таежного зверя. Забирается на самые дальние нетронутые участки. Ездит только на собаках, хотя есть и буран. «Хорошая штука», — говорит охотник, «только вот запаха бензина зверь не переносит». Это один из многих секретов опытного следопыта. Потому и не было случая, чтобы даже в самый трудный сезон Роббек не справился с планом. Улетел вертолет, и охотник взялся чинить морды. Так называют ловушки для ондатры. Их опускают в специально пробитое во льду озеро Лунки. Вынырнет ондатра за свежим воздухом и раз попалась в ловушку. При таком способе охоты шкурка остается в полной сохранности. Между прочим, многие даже профессиональные охотники из числа молодых уверены, что ондатра – постоянная обитательница нашего региона. А ведь мускусная крыса, как ее именуют в ученом мире, была завезена из Северной Америки лишь 60 лет назад. Но чувствует себя в Якутии вполне прилично, благо хватает и водоемов, и кормов. Эти воздушные путешествия вызваны проблемой, над которой все эти годы ломают голову специалисты. Непонятные и резкие колебания численности вида. Потому звероводы комбината «Север» проводят различные эксперименты по размножению и расширению популяции. В частности, обмен зверьками из разных озер. В случае удачи такого опыта хозяйства получат солидную прибыль. Прогулку по воздуху зверьки перенесли отлично. Теперь надо осваиваться на новом месте. Сразу начинается борьба за территорию, за власть.
Якутскую лошадь иногда называют ровесницей мамонта. В глубокую древность уходит ее родословная. Было время хорошо приспособиться к местным условиям. Один из самых крупных табунов лошадей в совхозе имени 50-летия СССР Среднеколымского района. Здесь хорошо используют выгодные стороны коневодства, ведь спрос на якутскую лошадь велик. Ежегодно по 1000 лошадей вывозится в другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Сейчас во многих хозяйствах агропромышленного комбината «Север» пушных зверей выращивают на зверофермах. Эффект значителен. Государству в течение года сдается более 50 тысяч ценных шкурок. Естественно, зверофермы создаются в тех местах, где есть корма. В частности, рыба, которую на севере добывают круглый год. Но прежде надо пробиться к воде, а в краю, где суровая зима, это дело непростое. Толщина льда в некоторых местах достигает 2 метров. Делаются десятки прорубей. С помощью жерди между ними подо льдом протягивают веревку, к концу которой привязан невод. И тут без сноровки и терпения не обойтись. Через определенное время невод начинает вытягивать из воды. Длинная, намокшая, да если еще с богатым уловом, сеть становится тяжелым грузом. И тут без помощи не обойтись, пусть это будет даже одна лошадиная сила. Подсобляют ей все участники рыбалки. И вот трепещет серебром на снегу карась из знаменитого озера Ниджили. А еще в водоемах Якутии водятся такие ценные виды рыб, как нельма, омуль, чир, муксун, ряпушка, перец. Ну, а если реки и озера столь богаты, почему бы не посостязаться в умении ловить рыбку, причем методом предков, куюром? В погожие весенние дни немало якутян предпочитает именно такой вид отдыха. По сигналу судьи все бросаются прорубать лунку, а потом в нее опускается куюр, своего рода сачок на шесте. Попадает, конечно, всякая рыба, и малая, и посолиднее, но разве дело только в улове? Победителю традиционный приз – жирная лыбка мюхе. Летом на лов выходят многочисленные бригады хозяйств. Они бороздят голубые просторы Лены и Индигирки, Колымы и Яны. Потребление озерно-речной рыбы в автономной республике в целом в 2,5 раза выше, чем по стране. В комбинате «Север» этой отраслью хозяйства заняты сотни людей, 6 рыбозаводов, 15 совхозов, а также специализированный колхоз «Арктика». Конечно, рыбалка – занятие мужское, но и женщинам на берегу не приходится сидеть без дела.
Они разделывают улов, готовят рыбу. Например, знаменитую юколу, о которой каждый из нас знает по рассказам Джека Лондона. Умело обработанная, высушенная под солнцем и ветром, она долго сохраняет свои вкусовые и питательные качества. Лишь один день в течение лета рыба может чувствовать себя спокойно. В день рыбака. Тогда на самые отдаленные участки доставляются столь желанные на севере овощи и фрукты. Рыбаки грузят улов. Хранится он в этом колодце. Прорытый в вечной мерзлоте, он, наверное, самый надежный холодильник в мире. Как всегда, на праздник прибывают с новой программой самодеятельные артисты.